Сидеть дома или получать образование с риском для жизни. Перед таким выбором оказались родители школьников из грозненского поселка Кирова. Местную школу они считают небезопасной. Перед учебным заведением нет дорожных неровностей, тротуаров, пешеходного перехода и никаких знаков. Автомобили проносятся на бешеной скорости. Я тротуар сейчас хоза бер школе дош, он нaqل صداقش خداقش يولش دات أق بمشين شخكي خياق خزنية سند أق أدمنستراتي قيش عالم ألا دلها هنستغل لور ديت إقاتش شو المجور دو صورت قلت إعداء المقلع تالو خير دقر. Дети, они могут толкнуть друг друга или еще что-нибудь, а водитель может даже не успеть среагировать. Уже здесь происходили аварии. 2-3 аварии было, опять-таки потому что скорость развивали машины. Согласно госстандарту, так называемые лежачие полицейские нужно устанавливать на тех участках дорог, где необходимо искусственно притормозить автомобиль и снизить скорость. Это становится особо важным, когда речь идет о территориях близ школ и детских садиков. Здесь скорость не должна превышать 40 км в час. Жители поселка утверждают, что неоднократно обращались за помощью к властям. В администрации эту информацию опровергают, но обещают решить проблему. Ко мне не поступало никаких заявлений, жалоб. Во все инстанции написано заявление, чтобы дали разрешение на установку лежачих полицейских. В первую очередь это возле школы. И, насколько нам известно, обещали на этой неделе, на той неделе решить этот вопрос. Насчет тротуара мы тоже официально написали письмо в мэрию, чтобы сделали тротуар от поворота до школы. Сегодня на территории 6-й школы побывали и сотрудники ГИБДД. Инспекторы тщательно обследовали местность и направили результаты проверки в мэрию города. По выявлению данных нарушений нами составляется акт, выдается предписание на имя Комитета городского хозяйства мэрии города Грозного об устранении данных нарушений. Недостатки будут устранены в кратчайшие сроки. Заставить водителей соблюдать скоростной режим не так-то просто, но можно принять максимальные меры предосторожности. О безопасности самых маленьких обещают позаботиться представители властей и правоохранительные органы. Ну а мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Динатин Музашвили, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости.